Это моя земля. Эта земля услышала мой первый крик. Здесь прошло мое детство. И первую любовь я узнала здесь. Мои дети бегали по этой земле. Здесь я перенесла все горе и несчастье войны. И на этой земле я встретила победу. Толканай, я по тебе тоскую. Знаю. Я часто вспоминаю тебя. Знаю. Трудно пришлось. Да. Многие вернулись назад. Нет. В этот день мы с Алиман были в поле. Чуть свет принялись за работу, чтобы пораньше окончить свою борозду. Солдаты идут! Солдаты идут! Вставайте! Вставайте! Солдаты идут! Скорее вставайте! Солдаты идут! Солдаты идут! Солдаты идут! Эй, люди! Люди! Что же вы спите? Солдаты с фронта идут! Скорей! Не задерживайтесь! Солдаты возвращаются! Айша! Вставай, Айша! Мама! Где ты? Мама, иди скорее! Солдаты возвращаются! Мама! Где же ты, мама? Иди скорее! Айша, сходи, позови Толганай. Это зачем же ей-то кого встречать? Эй, Алиман! Ты куда? Алиман! Алиман!
Это же мой брат! Мой брат! Ширалы, ты вернулся! Сестренка! Ширалы, ты пришел! Мой брат вернулся! Родная моя Ширалы, сестренка. мы тебя так ждали! Родная. Ширалы. Эй, люди, что ж мы стоим? Это же наши Ширалы! А Ширалы вернулся! А Ширалы А Ширалы вернулся! Алиман! Алиман! Пустите меня! Где мой Касым? Где мой муж? Где мой муж? Когда он вернется? Скоро! Где Скоро мой все Касым? придут! Все вернутся Когда он скоро! вернется? Мама! Мамочка! Мама! Наконец-то я тебя дождалась! Вернулся мой сын! Мой сын вернулся! О, победа! Мы так долго тебя ждали. Мы истосковались, ожидая тебя. Здравствуй, победа! Благословляю тебя. Прости наши слезы. Прости мою невестку Алиман, которая билась головой на груди Аширалы и спрашивала, где мой Касым? Прости всех нас. Сколько мы лишились родных, пока дождались тебя. Прости наши крики, где остальные, когда они вернутся. Вернутся, все вернутся, отвечала Аширалы. Прости меня, победа. А когда я целовала Аширалы, я думала, что встретила Джайнака, Маселбека, Касыма, Суванкула. Прости меня, победа. Тогда я вспомнила свое детство. Жестокие побоища родов и племен. Я лишилась отца и матери, осталась сиротой. Я проклинаю тяжелые дни моего детства. Сколько смертей, сколько несчастных. Разве человек не может жить без этого? Если бы я могла, я бы сделала так, чтобы все люди жили в мире. Мама! Мама!
Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах, Аллах Акбар, Аллах. Когда я вспоминаю свою юность, мне улыбается мир. Я тоскую по этим дням. Вспоминал ли это время Суванкул? Я забыла спросить у него об этом. Сколько уже прошло? Но человек слишком поздно познает настоящую радость юности. Это жатва, лунная ночь, земля, вода, воздух, небо, яркое солнце. Все это было прекрасно, словно создано только для нас. Мы будем счастливы. Мы твои дети, земля, а ты наша мать. Дай же нам счастье. Бесенята, какой вам еще трактор? Замолчите! Трактор ведут, трактор ведут. Это здорово. Вот когда мы заживем. Касым! Масербек! Джайнак! Вот я вас сейчас! Отойдите! Отойдите, вам говорят! Ну что вы, трактора никогда не видели? Ну под колеса попадете! Говорят вам, отойдите все, слышите? Слезьте! Ну, погодите. Вот я вам покажу. Через некоторое время мы справили свадьбу Аширалы. Если бы вернулись мои дети, я бы тоже устроила той. Ну, хотя бы Касым вернулся. Как теперь быть с Салиман? Как жить с ней под одной крышей? Может быть, и найдет она человека, которого и полюбила бы даже. Другие солдатки так и поступили. Многие нашли свое счастье.
Но Алиман на беду свою не сумела забыть былое, не смогла примириться с судьбой. Да и я не в силах расстаться с нею. Эй, глядите, наша взяла, наша впереди. Нет, соседи. Наши впереди, я лучше тебя вижу. Плохо видишь. Хватит. Смотри, что учить меня вздумал. Смотри, соседи. Вот сопляк придет домой, я им покажу. Я говорю, смотри. Скорей, скорей, скорей! Наши! Вперед, наши! Они победят! Нечего руки Ты распускать. видишь? Я говорил наши! Наши! Я говорил, наши впереди, а он говорит, плохо видишь. Я-то плохо вижу. Молодцы! Бросай козла во двор, Алиман! У них дом на замке, а сама она здесь! Дедушка, я с тобой пойду. Иди домой. Я с тобой хочу. Пошел домой, безбожник. Не пойду. Надоело мне на тебя кричать. Я с тобой. Жетпеген жанын оғы өтпеген өткен екен бір батыр атқаны сая кетпеген тоны ұратып түс қылған тоқойды юлын чөл қылған ағыны қатын су баққан қапшығайды көпөл қылған ашуланса бір баста саратан жайды чөл қылған атағын ашқан зор болып жеңбеген дұшман қалмаған. Спойте еще, дедушка. Нет, хватит, у меня уже горло устало. Теперь пусть молодые споют, а мы займемся угощением. Видите, какие вкусные вещи здесь? Слушай, когда ты наконец женишься? А куда мне торопиться? А ты чё? Что? А ты когда? А свою куда я дену? Да, это верно. Вон Ашаралы не успел вернуться, уже женился. Эй, Ашаралы, выпей с нами. Сейчас. Первое богатство – здоровье, а второе – свадебный платок. Эй, Союмбек, а почему ты живешь холостяком? Сперва ты женись, а потом уж и я. Я и хотел бы, да не могу. Искалечила война. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Bir sayın iyimsin, ayalansam da
Худай танай. Ойғатсам боз үйден ұқтап жатқандай ойланып сені Куда ты, Толгана? Пойду я. Что-то мне не здоровится. С сердцем плохо. Алиман, не бойся меня. Не подходи. Тебя кто-нибудь обидел? Что мне делать, мама? Как дальше жить? Эх, дочка. Когда плакала Алиман, я вспоминала те дни, когда в глазах ее не было тени грусти. Кто мог подумать тогда, что такое может случиться? Всегда веселая и ясная, как солнышко. Я не могла наглядеться на них, так они были счастливы и прекрасны. Толгана, ты бы лучше дома сидела. Алимана без тебя справится. Ничего, девочки, я еще не так стара. Что это вы затихли? Селенок, видно, не хватает. Скоро совсем отстанете. А вы что задаетесь? Нам некогда песни петь, нам работать надо. А ты бы лучше на себя поглядела, чем на других смеяться. Еще неизвестно, кто из нас раньше кончит. Вам за нами не угнаться, не старайтесь, вы уже старенькие. Мама, попробуйте. Хлеб первого урожая. Да. На, попробуй. Алтын қанат балапан, айдай беттер мен қолат қараса, өмір шеркен өмір қандай көңілді, сандығасы салтанаты жарашқан, ойнап күліп түнді сырым шешелей, өмір күнді еркіндейлі сөйле,
mingen evcigitler tam menen. Sapar çeksidir korbalar gederim. Исполни наше желание, дай нам счастье, ведь мы же твои дети, земля. Будь к нам всегда добра. Так в этом году началась война. И бойцу на дальних границах от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую. Здорово пляшут. Эх, Алиман, пойду-ка я с ними потанцую Ой, немного. танцует, правда, отец? Неудобно. Ну что тут такого, только один раз. Алима. Если тебя увидит немец, прячь голову, сынок. Так-то лучше. Ладно. Осторожность никогда не помешает. И письма пиши чаще. Не забывай Ладно, своего отец. старика. И вот еще что. Будь всегда поближе к друзьям. Становись! Построиться! Эй, вы, что, не слышите? Время трогаться! Стойся быстрей! Погоди еще немного, сынок. Куда Молчи, ты не спешишь? лезь не в свое дело! Становись! Строиться! Становись! Равняйсь! Вперед! Прекратить разговоры! Кармишаев! Я! Косовалиев! Я! Асаналиев! Я! Эсенкулов! Я! Убыкеев! Я! Чемербаев! Я! Сенькин! Я! Саперов! Я! Хосубалиев! Я!
Жумалиев? Я. Садыков? Я. Селебаев? Я. Майоров? Я. Нуханов? Я. Осокин? Я. Кундашев? Я. Ашимов? Я. Абисимов? Я. Кадровиев? Я. Курманалиев? Я. Искандеров? Я. Суванкулов? Я. Надо смотреть правде в глаза. Меня тоже могут призвать. Как же я буду жить? Как и все другие. Джайнак уже большой. Когда люди перестанут воевать? Чего им не хватает? Тише ты. Детей разбудишь. Помогай матери. Стареет она. А обо мне не волнуйся. А все-таки ты мне скажи, неужели люди не могут жить без войны? Откуда я знаю? О нас ты не беспокойся. Себя береги. Так дом и не успели достроить. Сейчас это ни к чему. И камней хватало, да все некогда было. Если б не война, осенью справили бы им новоселье. Ты плачешь, Толгон. Выплачь все слезы сразу, чтоб на людях их не показывать. Толгон, тебе придется не только в поле работать. Теперь будешь вместо меня бригадиром, потому что в Аиле некого больше на это дело поставить. Что ты мне сейчас говоришь о бригадирстве? Разве это у меня в голове? Завтра сядешь на моего коня и примешься за работу. Алиман очень трудно. Заботься о ней. У нее, кроме тебя, никого нет. Прощай, Толгон. Суванкул, у тебя ноги больные. Ты смотри, растирай их на ночь.
Ванкул. Ну, прощай. Тетушка Толганай, телеграмма пришла. Телеграмма из Новосибирска. От вашего сына. Вот, возьмите. Отправляйтесь сейчас же на станцию. Сын ваш будет проезжать. Я велю заложить вам телегу, тетушка. Встречайте сына. Дай. Ой, что же это? Разбитые вагоны. О, Господи. Мама, я ему дам свой тулуп. Как хочешь, сынок. Здравствуйте. Вы чего здесь стоите? Идите на станцию, погрейтесь. Идите, идите. Ты замерзнешь, сынок. Ничего, мама. Спросим у него. Ага. А вы что стоите? Я вот тут, милый, получила телеграмму от сына. Он будет на поезде проезжать. Брат из Новосибирска едет на фронт военным эшелоном. Военным эшелоном. Да вы знаете, сколько их здесь за день проходит. Если не опоздает сегодня, придет. А может быть, уже прошел. Да что вы здесь стоите, мерзнете? Вы идите на станцию, здесь там тепло. Нельзя. Идите, а то он замерзнет. Мама, пойдем. Пойдем. Поезд подойдет, мы услышим гудок. Ну да, как услышите гудок, выходите встречать. Сахар, масло. Ну, это сейчас бывает, правда, мало и редко, но бывает же. А вот вы знаете, я думаю, все время оплачивать. Просто уграть. Ну, конечно, правильно.
Здесь свободно? Нет, сынок, занят. Он пошел покурить. Мама, вот здесь есть свободное место. Нашел? Алиман, идем. И не надо давать перекипать, а взять просто ложечку, снял, выбросил из кастрюли в мусор. Ну вот. Вот когда он приготовится, значит, бульон, минут 30 варится так мясо, 40 дальше получится, наварится бульон. Вот тогда вы овощи, которые уже приготовили, вы кладете в этот бульон. Ну, до этого вы их почистите, нарежете так мелко на шинку, такой лапшой, кусочками мелко. Что с ним? Заболел? Да нет, он все время такой. Бомбили нас дорогой. И куда вы теперь с ними? Сама не знаю. Все равно куда. А маленькому-то сколько? Не знаю. Не мой он. Ну, я не говорю там перец, соль, это по вкусу. Любите поострее, значит перец побольше. Любите, значит, посолонее, соли побольше. Пересаливайте по своему вкусу, не перепечите, это можно на столе потом сыпать, соли, подкатить. А вдруг гости любят. Идет поезд. Гудок. Я ничего не слышала. Нет, гудит. Гудит! Бежим, Алиман. Эй, Джайнак! Беги скорей! Останови поезд, сынок! Из вагонов не выходить! Оставаться всем на месте! Сынок, ты Масалбека Суванкулова знаешь? Не знаю! Ты что это? Кто тебя позволил? Я только на минутку! Масалбек Суванкулов есть здесь! Масалбек! Здесь есть Масалбек Суванкулов есть здесь! Масалбек! Нету! Сдурели чертовы бабы! Тоже ехать! Не видите, что воинский эшелон? Нет, пусти! Сыночек! Я вам русским языком говорю! Годненький, возьми! Давайте отправку эшелона! Масалбек! 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 Ради бога, скажите, здесь есть Масалбек Суванкулов, а? Масалбек Суванкулов! Его мать ищет! Скажите ему, что мать его пришла встречать! Масалбек! Масалбек! Ой, ну где же он может быть? Я почему приказа не выполняете? Масалбек! Да что же ты стоишь? А ну втаскивайте ее за руки! Пошел! По вагонам! Я потерял очки! Подождите! Подождите! Я же не могу без них! Поищите на снегу очки! Я потерял! Вон там они лежат! Посмотрите! Я без них не могу! Тише. Тише. Успокойся. 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 Там разные болезни бывают. Зачем это нужно? Лимон. Если есть лимон, лучше нет лимона. Отрежьте пол лимона, не жалейте его и выдавите в борщ. И суп будет вкусный. Суп будет вкусный. Вот. И потом еще у меня есть секрет. Я кладу в борщ поджаренную ветчину. Немножко мелко нарезаете ветчинку, жирную там, мясную, и кладете в борщ. Она дает удивительный вкус. Или колбасу, понимаете, нарезаете, лучок туда. Это полная прелесть. Там уже по вкусу добавляете. И приготовьтесь. Лучше всего это сколько хочешь вкусную сметану, ложка прям, половка, тарелка, вся сметана. Она и красиво, я не знаю, кто как любит, я лично не алкоголик, но рюмочку с борщом, это я себе позволяю, это вкусно потому что. Ну, до этого поставьте, значит, на холод куда-нибудь водочку, чтобы она охладилась, красавчик запотеет у вас, нальете себе немножечко, значит, водочки. Мама, поезд идет! Поезд идет! Наконец-то! Бежим!
живи вперед. Родные, Суванкулу, Масалбека у вас нет? Масалбек! Где же он может быть? Масалбек! Родные мои, Суванкулова здесь нет. Его зовут Масалбек. Масалбек! Масалбек! Ой, где же? Сыночек! Мама! Мама! Сынок! Мама! Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Масалбек! Не беги! Мама! Не надо! Мама! Мой мальчик! Сыночек! Остановись! Остановись! Мама! Остановись! Осторожно! Мама! Не надо! Мама! Мамочка. Мама. Не надо. Не плачь. Оставьте меня. Мальчик. Сыночек. Мама. Мой. Пойдем. Не удалось мне обнять на прощание Масалбека. В последнем письме он писал мне: «Мама, не мы выпросили себе войну, и не мы ее затеяли, но мы не пожалеем ни сил, ни жизни, чтобы уничтожить тех, кто принес нам горе. Ты еще будешь гордиться мной, мамочка. Масалбек, сыночек мой ненаглядный. Я его любила больше всех». Благословите нас с началом пахоты, Аксакал. Да поможет вам Дейкан Баба, покровитель хлеборобов. Аминь. Пусть сбудутся ваши слова. Толганай, тебя вызывают в райком, сам начальник. Я за тобой приехал. Ну что ж, поедем. Эй, Жумабай! Эй, Жумабай! Продолжай без меня! Я в райком поеду! Чу! 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 Слезай, Толганай. Слезай.
тут случилось? Скажите, что вы здесь стоите? Что случилось? Толганай, крепись, родная. Убили Касыма и Суванку. Мой сын Суванку! Мой муж! Мой Касым! Как дальше без них жить? Как жить? Скажите! Я не хочу жить! Я не хочу жить! Нет! Успокойся! Я не хочу без них жить! Не хочу жить! Лучше умереть! Мама! Мой Касым! Мамочка! Мой Касым! Мама! А почему ты по отцу не плачешь? И брата тебе не жалко? Джайнак, стой! Куда ты? Куда ты бежишь? Джайнак! Джайнак, стой! Подожди, Джайнак! Ты что, Джайнак? Джайнак! Остановись, Джайнак! Мама! Мамочка, что с тобой? Что случилось? Ничего. Ничего не случилось. Ты говоришь неправду, что-то случилось. Он убежал. Убежал на фронт. Кто? Джайнак. Глупый мальчишка. Ему и 18 нет. Ушел, ни слова матери не сказал. Сынок мой, мальчик мой, как ты мог бросить свою мать? Как ты мог уйти? Почему ты мне не сказал? Почему ты не простился? Ведь я же твоя мать, Джайнак. Как ты мог так уйти, мальчик мой? Я проклинаю войну. Проклинаю! Мама, не надо! Будь проклята война! Мамочка! Я проклинаю тех, кто тебя начал! Я проклинаю тех, кто тебя начал! Успокойтесь, мамочка, не надо! Успокойтесь! Мама. Они убили моих детей! Они убили моего мужа! Я проклинаю вас всех! Проклинаю вас! Проклинаю вас всех! Да пойми ты, мы дадим зерно, оно вернется нам старицей. Не посеем сейчас, потом хуже будет. Сказала не дам, значит не дам. Напрасно ты время теряешь. До осени еще далеко. Дожить надо. А чем я детей кормить сейчас буду, если все отдам? Ты, что ли, поможешь? Эй, Толганай, она верно говорит. Чем детей кормить, если все отдать? Ненормальная. Правильно. Ладно. Сейчас у тебя есть хлеб. Но ведь он кончится. Где ты его тогда достанешь? Вы что же, хотите, чтобы люди на фронте с голоду умирали? А мы Гитлеру напишем. Да пропади ты со своим Гитлером. Нужен ты ему очень. Нужен. А что? Всем колхозам ему напишем. А ну тебя. Да бросьте вы говорить глупости. Не только тебе одной туго приходится, и остальным не легче. Ну что ж ты молчишь? Говори, дашь или нет? Что ты уставилась? На, бери. Бери и успокойся. Иди. Не плачь. Не плачь. Ну что? Что вы на меня глазеете? Думаете, небось, что я это зерно собираю для себя? Нам оно нужно для посева. Каждый, у кого есть совесть, должен отдать все, что у него есть. И больше я вам ничего не скажу. Отдай зерно. Детей Что ты делаешь? Не Отдай. трогай, Толганай, как тебе не стыдно? Не будь зверем. Отдай зерно. Пожалеешь, Толганай. Бекташ, а у вас есть семена? Есть немного. Мешки за печкой. Пойди принеси. Нет, Толгон апа. Лучше вы сами. Толганай, напрасно идешь, у нее ничего нет. А да ну вас. Айша, для посева нам нужно зерно.
У тебя есть? Все, что есть там. Бери, если надо. Отвезите это зерно в поле. К рассвету я сама приеду. Нужно начать как можно раньше. Нечего время терять. Ну, поезжай. Ладно. Эй, Бекташ! Шералы! Что случилось? Кто тебя связал? Где семена? Куда они делись? Бекташ. Где? Там. Бекташ! Кто тебя так? Бекташ! Забрали. Зерно! Кто забрал? Джек Шинкул и с ним еще двое. И поскакали. Они в гору увезли. Все зерно. Все. Я так и не догнала Джек Шинкула. Все знают, что ты вор. Зерно ты украл. А ты что, видел? За руку меня поймал. Толганай, Толганай, лучше бы ты не ходила. Ай! Не путайся в это дело, Толганай. А кто увел лошадей, как не ты? Толганай может это доказать! Она-то знает! А ты дезертир и вор! Кто? Толганай докажет! Можете хоть 100 раз называть меня вором, это вранье! Вранье и только! Кто? Кто видел, что я воровал? Товарищ следователь, разве можно обвинять человека без фактов? Я же эту Толганай в глаза не видел! Я был на фронте! Я воевал! Я кровь проливал! За свою родину! А вы тут чем занимались, а? Мы колоски собирали, чтобы накормить детей! Ты не человек, ты зверь! Гниль! Ты украл семена. Мы их собирали по всем дворам. У детей своих отнимали, чтобы посеять. Ты вор, вор! Как ты смеешь называть меня вором? Это неправда! Если надо, я могу вам отдать свою последнюю рубашку! Оставь ее себе и отдай семена! Вы мне не верите? Не верите? Ну в чем моя вина? Человек жить хочет. Каждый человек хочет жить. Да будь ты проклят, Джек Шинкул. Убитые пусть тебя проклянут. Дети пусть проклянут тебя. Толганай, Толганай. Ну что там было? Мой муж семена украл. Ради моих детей скажи. Скажи, Толганай. Отстань от меня. Ах ты, карга одинокая! Отпустите! Отпустите меня! Все правду ищут!
Ей нужна справедливость! Заткнись, мой рот! Ты бы лучше за собой смотрела, старая чертовка! Откуда у твоей невестки живот? Ой, ты что? У тебя под самым твоим носом она забрюхатила! А ты куда смотрела? Обе вы бесстыжие! Обе вы бесстыжие! Уберите вы ее! Ищите! Ищите теперь вместе вашу правду! Проклятая бобылиха! Бог тебя за это и наказал! Хочешь моего мужа в тюрьму запрятать? Хочешь, чтобы и я шлюхой стала? А я не хочу! Слышишь? Не хочу! В этот день Алиман ушла от меня. Я ничего не могла сделать. Родственники ее не особенно добрые люди. Как она с ними уживется? Характер у нее мягкий. Как бы ее не обидели. Теперь я осталась одинокой. Мама! Почему ты вернулась? Сама не знаю. Если из жалости, то напрасно, дочка. Нет. Нет, мама. Просто я не знаю, что делать. Как дальше жить. Так же жить, как все люди. Война есть война. Свое горе, свои заботы. А зачем люди воюют? Ведь это так страшно. Больше всего от войны страдаем мы, женщины. Этого я не знаю. Видно, такова наша доля. Что же нам делать? Быть терпеливее и сильнее. Ой, как это трудно. Касым. Маселбек. Джайнак. Суванкул. Алиман. Алиман. Алиман! Куда она могла деться? Эй, Алиман! Куда она забралась? Алиман! Девочка моя, почему ты мне ничего не сказала? Я умираю, мама. Не говори так, девочка. Ой, мама. Ай, Айша! Айша, проснись! Айша!
Алиман, потерпи, доченька, сейчас тебе будет легче. Ну, хоть немножко потерпи. Бекташ, Бекташ, помоги мне, подними Алиман голову. Я боюсь. Ну, чего ты боишься? Подними ей голову. Ну, потерпи, потерпи, Алиман, терпи. Ну вот, и легче стало. Прости, мама. Прости меня. Да ну что ты обо мне, доченька. Лежи спокойно. Дочка, не умирай! Не умирай, доченька! Как ты могла уйти от нас, Алиман? Свет ты мой ясный! На кого ты нас покинула, Алиман? Вот и простилась я с Алиман. Она ушла к вам с Иванком. Если бы не жестокая война, разве было бы так? Примите ее с уважением. Толгон, дети тебе шлют привет. Курево у тебя есть? Дети привет тебе шлют. Угу. А мой внук растет? Уже большой. Хоть разок бы его увидеть.
пусть будет он счастлив. Будьте счастливы. Будьте счастливы.